Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4 по 5 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Соревнования проходят в немецком Оберсдорфе. В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победу в гонке праздновали представительницы Норвегии. Тройку лидеров замкнули финские лыжницы. Сегодня в борьбу за медали вступят мужчины, которые будут состязаться в эстафете 4 по 10. В общем зачете команда России идет на 5-м месте, имея в активе 3 награды разного достоинства. Президент UFC Дэйна Уайт в ближайшие дни проведет встречу с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым по поводу его карьеры. Об этом накануне заявил глава промоушена. Уайт отметил, что он готов предложить россиянину поединки, которые могут его заинтересовать. Напомним, Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гейджи в титульном поединке. Свое решение уйти он объяснил обещанием матери. 32-летний россиянин по-прежнему является обладателем пояса чемпиона UFC в легком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Омский «Авангард» на своей площадке со счетом 4-3 выиграл у екатеринбургского автомобилиста во втором матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Павел Дедунов, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский и Илья Ковальчук. У гостей взятия ворот провели Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов. Счет серии до 4 побед стал 2-0 в пользу омских хоккеистов. В рамках регулярки команды провели между собой 4 матча, одержав по 2 победы. Следующая игра данного противостояние пройдет завтра в Екатеринбурге. Футболисты Челси в гостях одержали победу над Ливерпулем в центральном матче 29-го тура английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник аристократов Мейсон Маунт. Отметим, что лондонцы выиграли на Энфилде впервые с 2014 года. Благодаря этой победе они вышли на 4-е место в таблице чемпионата, набрав 47 очков. Мерсисайдцы располагаются на 7-й позиции, имея на счету 43 пункта. В следующем туре 8 марта Челси на своем поле примет Эвертон, а Ливерпуль днем ранее на домашней арене встретится с Фулхэмом. Баскетболисты московского ЦСКА потерпели крупное поражение от стамбульского Анадолу Эфес в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 70-100. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Василий Мицич, набравший 21 очко. У россиян самым точным был Торники Шенгелия, в активе которого 14 баллов. В турнирной таблице армейцы занимают второе место, держав в 27 матчах 18 побед. Эфес с 17 выигрышами идет следом на 3-й позиции. В следующем матче регулярки ЦСКА дома встретится с итальянским Миланом. Матч пройдет 11 марта. Перейдем к событиям якутского спорта. Владимир Балынец завоевал золото чемпионата России по пауэрлифтингу. Соревнования, участие в которых приняли порядка 200 спортсменов из 37 регионов страны, завершились в Екатеринбурге. Напомним, Балынец является победителем и призером чемпионатов мира и Европы, а также обладателем серебряной медали Паралимпийских игр в Лондоне. Для якутянина эта победа на чемпионате России стала 16-й в карьере. Сборная Якутии заняла второе место в межрегиональных онлайн-соревнованиях по шахматам в категории любителей среди детей 2005-2010 годов рождения. На этом турнире республику представила и взрослая команда, выступавшая в категории профессионалы. В этом дивизионе якутяне заняли 8-е место. Выявление победителей и призеров в обоих категориях проходило по быстрым шахматам и блицу. Всего участниками онлайн-турнира стали 240 спортсменов из 22 субъектов страны. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!